Татарский орнамент – это такое неисчерпаемое богатство. И в одной лекции, конечно, все это невозможно рассмотреть. Нужно несколько лекций. Но мы попробуем с вами уложиться вот в ту тему, которая заявлена, и максимально рассмотреть все идеи, все мысли, все, что связано с орнаментом, с его символикой, с его языком, с его знаковостью. Потому что орнамент – это не просто, вот мы привыкли к орнаменту. Вообще, что такое орнамент? Это латинское слово от слова «орнаре» – «украшать». То есть это украшение, орнамент – украшение. В русском языке это узор, в татарском языке это безярь. Вот. То есть вот функция украшения. Но украшать у орнамента это не основная функция была, когда мы, если обратимся в глубину столетий, то орнамент возник не из потребности украшать, а возник из потребности наделять предметы и человека защитой. То есть защитные, оберегательные свойства орнамента, они, по мнению ученых, занимавшихся первобытной культурой, первобытным искусством, или находятся у истоков возникновения орнамента. Но сейчас мы орнамент используем для украшения, как декор. Декор – это тоже украшение, украшать. То есть орнаментом мы декорируем предметы, украшаем предметы. В таком виде искусства, как декоративно-прикладное искусство, искусство тоже состоит из двух слов. Название, термин – это декоративное и прикладное. То есть красота, с одной стороны, это декор, украшение, с другой стороны, это польза. То есть это те предметы, которыми мы пользуемся. Используем их в интерьере, в быту, и на праздниках, и в обрядах, и так далее. Поэтому основное художественное средство в декоративно-прикладном искусстве – это орнамент. Другое средство еще – это цвет, полихромия, многоцветность. Но основной язык вот этого искусства – это все же орнамент. В наше время орнамент также является одним из основных художественных средств в дизайне, также в архитектуре, отчасти в живописи может применяться или в графике, но это не основное художественное средство для этих видов искусства. То есть орнамент – это основное средство для декоративно-прикладного искусства. И сейчас уже и для дизайна. Если мы посмотрим на современную работу наших дизайнеров, то очень многие пользуются орнаментом. Орнамент вообще проходит этапы развития. Вот я уже говорила про первобытное искусство. Далее у нас идет средневековье, новое время, новейшее время и современность. То есть на каждом из этих этапов орнамент зависел, во-первых, от мировоззрения человека, и, во-вторых, от того, какие задачи ставились в искусстве и как развивалась экономическая база. То есть, если первобытное искусство – это искусство, связанное с индивидуумом, с первобытным человеком, который использует орнамент как магический знак, то в Средневековье уже появляется ремесло, и орнамент становится видом ремесла, то есть он уже как бы участвует в создании ряда произведений по заказам, как для заказчиков, для продажи. Затем в капиталистический период появляется промысел, да, и уже это массово используется, орнамент в создании массовых изделий. В 20 веке орнамент в основном становится уделом профессиональных художников, мастеров народных промыслов, а сейчас орнамент приобрел совершенно широкое значение. Мы видим его везде, и в графическом дизайне, и в костюме, мы видим его, безусловно, в декоративно-прикладном искусстве. То есть он фактически охватывает все стороны нашей жизни. И в этом большую роль играет интернет, компьютер, который позволяет мотивы орнамента транслировать и их повторять. Да? Если раньше мы искали книги по орнаменту, вот «Орнамент казанских татар» Фуат Хасановича Валеева в свое время была уникальная книга, ее никто не мог найти, то сейчас открыл интернет, и любой узор ты получил. Единственное, что нужно для того, чтобы правильно транслировать этот орнамент, нужны познания в этом орнаменте. Не любой орнамент является, может быть использован в том или ином виде искусства,
хотя сейчас вот эти границы разрываются. Вот. И этническая сторона орнамента. Мы должны очень хорошо различать орнамент русский, орнамент татарский, орнамент французский, допустим, якутский и так далее. Потому что каждый орнамент каждого народа имеет свою стилистику, свой стиль. И желание некоторых наших дизайнеров менять татарский орнамент, еще говорят, новый татарский орнамент. Это то же самое, как новый татарский язык создавать. Потому что орнамент – это язык. Это в искусстве – это язык. Поэтому вот такие посылы, что-то создавать новое, они не соответствуют стилистике орнамента и законам. С XVIII века у нас уже традиционный татарский орнамент, и мы не можем менять его. Мы можем его что-то добавлять, какие-то детали, да, добавлять, но структура, вот ядро в этой структуре, оно всегда сохраняется. И это позволяет отличать орнамент одного народа от орнамента другого народа и его развивать. Ну вот давайте мы теперь посмотрим, как менялось мировоззрение человека. Я не стану говорить про все стадии. Вот у нас в татарском искусстве орнамент прошел такие стадии развития, как гунно-болгарский период, период тюркского каганата, западного тюркского каганата, затем период Волжской Булгарии, период Золотой Орды, Казанского ханства, период 18-го, начало 19 веков, это классический период, вторая половина 19-го, начало 20 веков, это общенациональный период, и 20 и 21 век, ну это уже современность, да, там уже орнамент по другим законам развивался. Но сейчас мы возвращаемся к исконной сути орнамента татарского. Ну и вот вы знаете, для первобытно-общинного строя и для средневековья, мы начнем со средневековья, раннего средневековья, с булгарского орнамента. То, что когда этот период уже третья стадия, когда болгары переселились на территорию Среднего Поволжья, и здесь мы имеем материалы, по которым мы можем судить о специфике орнамента и о мировоззрении волжских булгаров. Вот здесь это вот у нас огнево для высекания огня. И здесь изображены два, значит, языческих божества. Должна сказать, что до принятия ислама орнамент развивался по законам языческого искусства. Там были мифы, узоры, которые были связаны с мифами, сказками, с преданиями. Были узоры, которые выполняли функцию оберега. И вот здесь, вот на этом кресале для высекания огня, мы видим изображения людей, да? Но они даны очень-очень стилизованно. Это изображение бога неба Тенгри и изображение бога грома и молнии Куана. Вот это очень интересно, вот если рассматривать с исторической точки зрения, болгары поклонялись богу неба Тенгри. Но в составе болгар были еще аланы, которые вместе с болгарами пришли на территорию Поволжья, а у них главное божество это был бог грома и молнии Куан. И вот тут интересно, насколько вот эти два разных божества предстают в одном предмете. Это говорит о том, что, значит, происходило слияние этносов и рождение вот каких-то новых мотивов. Или вот здесь мы видим орнамент, значит, он имел мировоззренческое значение, в нем отражались религиозные воззрения, и в то же время изображения животных в орнаменте раннего Средневековья, они были связаны с культовыми представлениями и с таким понятием, как тотемизм. Вот средневековый человек в родоплеменном обществе, он, значит, верил, что некоторые племена, они возникли от каких-то животных. Вот это тотемизм, это вера в то, что в основе происхождения и культа племени лежит какое-то животное или птица. Вот конь являлся одним из таких культовых животных. Есть такие же культовые животные у других народов, медведь, например, да, или баран, или коза, или олень, вот у тюрок Западной Сибири, там олень, значит, основном у скифов, у сакоскифов тоже олень. Вот. И вот здесь мы тоже видим кресало с изображением голов двух коней, направленных друг к другу. И видим геометрический орнамент. То есть здесь у нас
изображения животных, обратите внимание, очень стилизованные, обобщенные. Это еще было связано с тем, что вот был такой ученый Иванов, Сергей Владимирович Иванов, он изучал орнамент народов Западной Сибири и разговаривал с шаманами. И они ему сказали, что в языческом искусстве, тюркском, нельзя было изображать людей и животных просто так. Вот захотел художник изображать, оказывается, вот все эти изображения надо было освещать у шаманов. Потому что люди той эпохи верили, что любое изображение, если в него вдохнуть душу, может оживиться. И поэтому вот эти колдовские силы верили, и они считали, что нельзя копировать вот такую натуралистически изображать животных, а надо их изображать обобщенно и условно. Так, ну вот еще изображение коня. Вот коней, но уже головы направлены в разные стороны. Это уже гребень, женский гребень, тоже вот этот мотив коней, который говорит о том, что все-таки кони играли культовую роль в орнаменте болгарском. Кроме коней, значит, у нас очень распространенный был образ птицы. Образ птицы, ну вот в болгарском орнаменте, например, это знаменитые височные подвески, да, шедевры мирового искусства, так скажем. И с этими птичками связан был определенный миф. Вы, наверное, много знаете про этот миф, да, он сохранился в сказках казанских татар. Этот миф о том, как уточка нырнула на дно Мирового океана, достала кусочек суши, и таким образом образовалась земля. Ну вот здесь вот этот миф, он как раз и получил отражение. То есть мы видим вот эту мифологическую систему древнего, вот средневекового орнамента. Так, кроме, вот здесь мы еще увидим птичек с вами. Это уже две пары с подвесками. И обратите внимание, что подвески сделаны в виде желудей. Так же, как и кольца, вот на кольце тоже мы видим изображение вот тут желудеобразных таких бусин. Вот мы долго думали, искали, почему именно желуди. Например, вот в ожерельях тоже желуди мы видим, изображение желудей, да? Или вот это предварительные тоже без уточки, но с желудями. То есть получается, что вот это изображение желудя, оно оказывается связано с чем? С дубом, да? Дуб – это древо жизни, это такой космогонический даже мотив, то есть дерево, которое связывает землю, подземный мир с корнями, землю и космос, да, уходит ветви в небо. И вот здесь, значит, почему желуди? В женских украшениях. Именно в женских украшениях. А оказывается, дуб, вот мы читаем византийские хроники, Захарий Риттер есть такой, другие, Моисей Кагакантваци, другие армянские источники раннесредневековые. В них сообщается, что болгары, имеется в виду сувары и берсула, проживавшие на Северном Кавказе до прихода их в Поволжье, поклонялись дубу. И этот дуб у них олицетворял богиню плодородия Умай. Умай – это или Анахита, вот у других народов, ее называют Афродита у греков, да? А у тюрок и у болгар это была богиня Умай, богиня плодородия. И вот именно она, ее не изображали как богиню, а ее изображали именно через те плоды того древа, которое она олицетворяла. Таким образом, вот эти желуди, они, значит, у нас олицетворяют богиню Умай, да? А она является символом плодородия, богиня, и также она является в сочетании с уточкой, она защитница домашнего очага. Потому что уточка, вот мы увидим и в других предметах, она была женским символом в то же время, и всегда она олицетворяла, символизировала домашний очаг. То есть она была защитницей домашнего очага. Это был... Уточка всегда встречается вот в женских украшениях. И вот совсем недавно, ну как недавно, в 2012 году при раскопках города Болгара было обнаружено
Мавзолей был раскопан, и в мавзолее было обнаружено погребение молодой девушки, на покрывале которой также были изображены, вот видите, желуди. Они были вышиты в технике золотого шитья золотыми и серебряными нитями, и была восстановлена вот эта орнаментальная композиция. Вот сохранилось вот такие остатки этого покрывала. Это очень большая редкость, потому что в земле обычно не сохраняются ткани, очень редко сохраняются. Но здесь вот смогли, значит, археологи восстановить эти ткани и восстановить узор. И вот к нашему интересу большому оказалось, что там изображены, хотя сначала не понимали, вот когда приступили, московские археологи стали думать, а что это за узоры? И вот обратились, а я говорю, это же дуб, это желуди. То есть для нас это местное. Они говорят, нет, это, наверное, привозное, откуда-то привезли из Ирана или что. Я говорю, нет, это наш мотив, это наш исконный мотив волжско-булгарский. И вот здесь вот восстановили примерно, как было одевалось это покрывало, исходя из погребения, да, и вот здесь тоже вокруг головы вот такие цепочки, в виде цепочки, значит, была налобная повязка. Вот интересно, что древо жизни, оно ведь древо, если оно как древо, как, значит, ствол, ветви и так далее, это явление характерное не для степных народов, а все-таки тюрки, они в основном были степными народами, да, и предки болгары, они тоже были гунны-болгары, они были степным народом. И вот изображение древа жизни у них часто было не в виде древа, вот здесь мы видим модели для отливки украшений. Здесь мы видим древо, и как связанный с лесостепью, видим, да, и древо, который вот мотив, который был связан со степным кустом-караганником. То есть вот древо жизни, оно не было просто как дерево, а это был еще и степной куст. Куст, который символизировал, был знаком вот этого древа жизни. Ну вот здесь мы видим, какие вот они изображались, как они изображались. Да? Вот это тоже мотив древа жизни. То есть это то, что связано с продолжением рода. Или вот здесь на таких болгарских топориках, которые играли парадную роль в болгарском орнаменте, выполняли в костюме болгарских воинов, ими не пользовались, они были как парадные такие топорики, вешали на поясах, и вот они, здесь мы тоже видим украшения с цветками тюльпана, куст, да, вроде бы цветок, но это тюльпан завершает как бы мотив древа жизни. Вот здесь тоже мы видим вот этот же мотив, но в другой трактовке. Здесь же, вот здесь в этом парадном топорике мы видим изображение коня. Также, да, вот коня, вот это колесо жизни, это мотив солнца или еще и колесо жизни, потому что мы знаем, что колесо, когда возникло колесо, и человек использовал колесо для как передвижения, как транспортное средство, да, оно, колесо, тоже стало мотивом вечного движения. И в орнаменте оно приняло на себя такую функцию. И вот здесь кони, колесо, а здесь мы видим, что древо жизни. То есть вот мировоззрение понятно, да, что вот мир, как устроен мир, как передается миропонимание вот средневекового человека. И что еще интересно, посмотрите, как меняется орнамент, да. Если вот мы можем сказать, вот здесь еще вот посмотрите, интересно, голова коня дана, да, в такое объемном выражении, но стилизованно. Посмотрите, как меняется орнамент. Если вот здесь мы можем различить цветы, да, понять, что это цветок тюльпан, это древо жизни, тут конь изображен. Здесь у нас идет побег или вьюнок, да, очень характерный для болгарского орнамента узор. Вот. То вот здесь почему-то наверху тот же самый узор, он передается абстрактно, условно. Почему? Потому что с принятием ислама и меняется мировоззрение, появляется новое мировоззрение, когда вот все эти образы животных, растений, такие вот натуралистически переданные, да, реалистически переданные, они становятся в исламском искусстве, они становятся просто символами. И вот там перестают их копировать. То есть цветок, допустим,
вот это здесь цветки, они просто становятся символами растительности. Если здесь мы видим это, цветок, он как бы наделен содержанием, как тюльпан, здесь они просто вот символ растительности. Здесь вот тоже символ растительного мира или райского сада, как это принято в исламе. Почему вот мировоззрение изменилось, да, после принятия ислама? Потому что в исламе была своя эстетическая доктрина, что художник не должен копировать мир, который создан Аллахом, потому что он не может создать мир, передать этот мир лучше, чем Аллах. Единственное, что он может сделать, он может этот мир впитать в себя, понять его суть, а потом сам, исходя из своего мировоззрения, уже его отразить. То есть не было копии. В исламе делать копии считалось это не творчеством. Значит, мир не надо было копировать. И поэтому вот постепенно вот орнамент таким образом, он становился более условным. Ну вот давайте посмотрим вот уже в золотоордынскую эпоху. У нас здесь кубок с птичкой, да? Птичка вроде бы реалистично изображена, но она изображена как... Она служила ручкой. То есть вот этот сосуд закрывался, эта птичка служила ручкой. И вот для того, чтобы это подчеркнуть, птичку создали в достаточно таких, ну, в обобщенных. Мы не поймем, какая это птица. Мы не знаем. Мы знаем, что это просто птица.